20 января принято решение о совершенствовании структуры лесопожарных формирований. 2 марта правительством региона утвержден план мероприятий по охране лесов от пожаров на 2021 год. Согласно документу, исполнительными органами госвласти и муниципальными образованиями проведены подготовительные меры к пожароопасному сезону. 16 марта глава Якутии утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории республики. Им определен состав и порядок действий региональных сил и средства пожаротушения. 30 марта правительством республики утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, а также комплекс необходимых мероприятий по их защите. 15 апреля проведены учения действий по защите населенных пунктов от природных пожаров. 22 апреля численность работников специализированных лесопожарных формирований увеличена на 55 единиц. 26 апреля в Верхоянском районе создано Батагайское авиаотделение охраны лесов. С 11 мая установлен пожароопасный сезон на землях лесного фонда в Якутске и 14 районах республики. С 1 июня введен режим чрезвычайной ситуации на территории Тюбяйского наследия Сунтарского улуса. В район из Якутска вылетел вертолет Ми-8 МТВ авиации МЧС России. Доставлено 10 человек аэромобильной группировки. На очаг пожара слито 72 тонны воды. 4 июня введен режим чрезвычайной ситуации на территории Нюрбинского улуса. 5 июня в Якутию прибыл самолет-амфибия Б-200 МЧС России. 6 июня самолет-амфибия Б-200 МЧС России начал работу в Сунтарском районе. Слито 191 тонна воды. По данным на 7 июня в Якутии работали самолет-амфибия Б-200, самолеты Ан-2, самолеты Цесна, самолеты Тундра, вертолеты Ми-8. 7 июня в Якутии прибыли 180 дальневосточных десантников пожарных из Владивостока и Хабаровска. 8 июня самолет Б-200 работал в Нюрбинском улусе. На лесной пожар номер 18А слито 105 тонн воды. 9 июня в Якутию прибыли 48 сотрудников Амурского авиаотделения авиалесохраны. 15 июня в Якутию на лесных пожарах прибыло еще 100 сотрудников Федерального резерва из Тюмени. 23 июня глава Якутии подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров. 30 июня по заявке авиалесохраны на территории республики начало работу воздушное судно Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «Веер» для искусственного вызывания осадков. 3 и 4 июля по обращению главы Якутии Айсена Николаева в адрес руководителя МЧС России Евгения Зиничева на территории республики прибыло 2 борта Ми-8 МЧС России и 2 борта Ми-8 Минобороны РФ. За месяц работы на тушение лесных пожаров в Якутии авиатехники МЧС России воздушными судами Б-200 и Ми-8 было сброшено около 4000 тонн воды. 14 июля в Якутию прилетели 2 борта Ил-76 Вооруженных сил России. По данным на 18 июля, всего с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории республики ликвидировано 890 лесных пожаров на площади 885 тысяч гектар. 19 июля в республику дополнительно направлены 2 самолета амфибии Б-200. 21 июля глава Якутии принял участие в совещании у президента Российской Федерации Владимира Путина, на котором озвучен и принят в работу вопрос создания регионального лесопожарного центра в Якутске, а также ускорение процесса утверждения правительством России новой методики распределения субвенций из федерального бюджета для осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений. 24 июля ликвидирован один из крупнейших пожаров 7А Таттинский с общей площадью 64 700 гектар. 27 июля в городе Якутске отмечено высокое задымление и повышение предельно допустимой концентрации в воздухе из-за действующих лесных пожаров. 5 августа для оказания помощи в тушении пожаров по обращению главы Якутии на территории республики прибыли 115 человек личного состава сводной инженерной роты Министерства обороны России. Рота в составе 105 человек личного состава задействована для тушения природного пожара вблизи села Бескёль горного района. 6 августа глава Якутии Айсен Николаев принял участие в совещании у президента Российской Федерации Владимира Путина о ликвидации последствий паводков и ходе тушения лесных пожаров, на котором обсужден и поддержан вопрос сертификации взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск в кратчайшие сроки. 7 августа верховой пожар перекинулся через опорную полосу и проник в село Бескёль горного района. От огня удалось спасти более 200 жилых домов. Огнем уничтожено 32 жилых дома. 8 августа по поручению главы Якутии
для восстановления села Бескюль и оказания помощи пострадавшим сформирована рабочая группа правительства под председательством первого заместителя Дмитрия Бердникова. 8 августа Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. 9 августа прибытие дополнительных сил парашютно-десантной пожарной службы в количестве 75 человек из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. 9 августа из Хабаровска на станцию Нижний Бестяг железнодорожным транспортом прибыли 13 человек и 17 единиц техники Минобороны России. 11 августа из-за угрозы распространения лесного пожара проведено превентивное отселение граждан из участка Мельджарси-Чурапчинского района. 11 августа для защиты населенных пунктов прибыли специалисты Тульского и Ногинского спасательных центров МЧС России в количестве 200 человек. 13 августа по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством министра Российской Федерации Евгения Зиничева на территории Якутии и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального значения. 13 августа для работы в зоне чрезвычайной ситуации на территории республики прибыл тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26. 13 августа на тушении пожаров задействовано наибольшее количество человек — 4999 и техники — 751 единица. 17 августа в связи с выпадением осадков постепенно начинают снижаться классы пожарной опасности в районах республики. 17 августа завершилась сертификация аэродрома и взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск с отремонтированным участком длиной 625 метров. Сертификация полосы проведена Росавиацией и Ростехнадзором в кратчайшие сроки по поручению президента России. 17 августа с 2 часов ночи аэропорт Якутск приступил к эксплуатации взлетно-посадочной полосы с рабочей длиной 3250 метров, что позволило осуществить прием и выпуск воздушных судов Б-200, задействованных в борьбе с лесными пожарами. С 13 по 24 августа ликвидировано 189 пожаров на площади более 4 миллионов гектар, в том числе 57, по которым принимались меры по тушению на площади 1 миллион 321 тысяча 102 гектара, 132 на площади 2 миллиона 748 тысяч 386 гектар, ликвидированных вследствие естественных природных процессов. 22-23 августа полная ликвидация лесных пожаров в Нюрбинском, Сунтарском, Усть-Алданском и Хангаласском районах.